Таджики должны защитить своих. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация заставила таджиков обратиться в международные инстанции. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Более 60 афганских и зарубежных правозащитников и ученых написали открытое письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом к немедленным действиям по прекращению военных преступлений талибов против таджикской этнической общины в Афганистане. По сообщению информационного агентства Шафакна в письме выражается обеспокоенность действиями талибов против таджикского населения в провинциях Паншер, Баглан и Тахар. В письме говорилось, что имеются доказательства того, что в этих провинциях талибы осуществляли расстрелы, захват заложников, произвольное задержание, поджоги домов, принудительное выселение и пытки мирных жителей. В письме также сообщается, что есть задокументированные свидетельства того, что талибы в Кабуле также проводили произвольное задержание, обыски домов и притеснение таджиков, особенно жителей Паншера. Авторы письма потребовали от генерального секретаря ООН прямо осудить в соответствии с международным правом военные преступления и преступления против человечности в Андабаре, Тахаре и Паншере, привлечь Талибан к ответственности. Авторы письма также призвали ООН начать срочное расследование и созвать специальное заседание Совета Безопасности по целенаправленным убийствам таджиков в Паншере, Баглане и Тахаре. А как вы относитесь к такому письму и к тому, что люди действительно начинают действовать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал примет участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Информацию об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел России. Вместе с Гарвалом мероприятие посетят представители торгово-промышленных кругов из Афганистана. Напомним, что в апреле 2022 года МИД Российской Федерации признал Гарвала временным поверенным в делах Афганистана в Москве. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что такие меры станут шагом на пути к возобновлению полноценных двусторонних дипломатических контактов. Афганский дипломат находится в Москве с февраля 2022, получил аккредитацию в марте. О возможном визите Гарвал говорил ранее в интервью. Он не исключил, что в будущем может состояться приезд правительственной делегации Афганистана в Российскую Федерацию. В Кабуле этого очень хотят. По словам дипломата, новые власти республики настроены развивать экономическое сотрудничество с Россией, в том числе по закупкам нефти и газа. Напомним, юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. В мероприятии планирует принять участие президент России Владимир Путин. Как вы относитесь к тому, что Россия давала обещание защищать Таджикистан, а теперь, по сути, признает правительство Талибан и все, что они творят в Афганистане? Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.